Добро пожаловать в нашу программу, уважаемая муалима Марина Александровна. Мы очень признательны, что вы согласились отвечать на наши вопросы. Сначала нашим зрителям в нескольких словах расскажите о себе. О себе? Да. Родилась в Таджикистане. На севере Таджикистана, Ленинабадская область, поселок Алтын-Тапкан. Закончила школу. Поступила в Душанбинский пединститут. На 5 курсе вышла замуж, уехала с мужем, он военный, уехали в Казахстан. Там перевелась в Алматинский пединститут, закончила его. Вот. Жили в Казахстане, потом с мужа перевели в Таджикистан, в Каратак. Вот. Ну и, в общем-то, мы за ним последовали. Дети родились в Казахстане, привезли сюда. Здесь и живем. В Каратаге жили, я тоже работала в Шахринарской школе. Вот. А потом, в общем-то, когда муж перешел работать сюда, в Турсунзаде, мы переехали сюда. Вот. И вот сейчас работаю с 90-го года, работаю здесь в школе. Вот. Муж дослужился до полковника, вышел в отставку. Дети мои закончили вузы Таджикистана, мединститут и Славянский университет. Сейчас оба живут в России. А я продолжаю работать здесь, в школе. Расскажите о ваших предках. Как они оказались в Таджикистане? Мои предки. Ну, нужно сказать, что вообще наши предки все с Украины. Вот. И, в общем-то, когда были трудные времена, предки отца, они обосновались в Киргизии. А предки матери, они в Сибирь уехали. Вот. Ну и, в общем-то, росли параллельно друг другу, а потом встретились, в общем-то, романтика позвала. В советское время вся молодежь была на романтике. Вот приехали в Таджикистан, в Среднюю Азию, романтика, встретились. Это примерно когда было? Ну, это было, если так, ну, в 58-м, 59-х годах. Вот. Были, они как раз-таки познакомились вот в Алтын-Тапкане. Вот. Они работали там? Да, там работали. А почему они выбрали именно Алтын-Тапкан? Ну, знаете, вот мама моя, она, в общем-то, работала библиотекарем в Новосибирске, а ее подруга, вернее, родственники подруги, они поехали вот сюда, в Среднюю Азию. Каким образом они оказались в Алтын-Тапкане, я честно не знаю. Но подруга мою маму сманила, и мама поехала за подругой сюда. Вот. В общем-то, так и осталось. А отец, в общем-то, вот в те времена были вот стройки вот, известные. Ну и вот он тоже так поехал на удачу, нашел ее. А я думал, что они по специфике своей специальности. Нет, они вот именно поехали по романтике. Вот, романтике. Какие семейные традиции и ценности повлияли на ваше воспитание и формирование личности? Ну вот знаете, этот вопрос, мне кажется, немножко, не то, что там трудный или простой. Вот человек традиции семьи, он, в общем-то, пока маленький и растет в хорошей, доброй семье, где его любят, он не думает об этом. Он знает, раз его любят, его делают ему все хорошее, так и должно быть, правильно? Да. Вот, ну, у нас о традициях как-то и не думается. Да, справляли дни рождения, ездили в отпуска, отдыхали. Вот. А вот когда уже становишься взрослым, заводишь свою семью, тогда уже действительно понимаешь, как делали в твоей семье и как сделать хорошо в своей семье уже, да, которая образовалась. Вот. И я хочу сказать, что, например, мы с огромной радостью ждали, когда мама нам покупала, она приносила книги. Мы так любили книги. И, конечно же, я эту любовь привила к своим детям. У нас мама очень добрый, очень отзывчивый человек. И поэтому вот это чувство доброты я тоже прививала к своим детям. Вот. И вот, знаете, у нас даже как-то недавно был такой разговор с родителями насчет того, что можно бить детей или нельзя бить детей. Конечно, категорически нет. Детей бить нельзя. И когда я сказала, что я своих детей вообще никогда не била, мне не поверили. А
Нет, этого быть не может. Может быть, потому что меня мама вообще пальцем не трогала, понимаете? Все на словах объясняла. Точно так же я объясняла своим детям. Вот это и есть, наверное, традиции, которые передаются. Это любовь друг к другу, уважение, добро, любовь к книгам, любовь к родине. Вот, например, знаете, у меня мальчики очень любят Таджикистан. Очень. Они просто действительно, как скажем, ну, и знают язык, знают людей, знают обычаи, традиции, хотя здесь не родились. Ну, вот. И, в общем-то, это же тоже передается от родителей. Любовь, да. дружба, уважение к людям. Да? Вот это и есть, наверное, традиции. Вот это все и сформировало меня как личность. Я так считаю. Сейчас очень сложно родителям в процессе воспитания своих детей, особенно избалованных детей, когда есть очень много вот этих технологических гаджетов, да, возможностей. Вот. Что вы думаете по этому поводу? Как можно воспитать детей в условиях технологического прогресса? Ну, от прогресса нам никуда не деться, это однозначно. Вот, и очень хорошо. И когда дети когда дети владеют гаджетами, это прекрасно. Но здесь тогда, понимаете, забывается роль родителей. Ведь чаще всего родители как? Телефон сунули? На, помолчи, на, не мешай, на. Но ведь можно же посмотреть фильм и обсудить его. Можно стихи прочитать, можно произведение о каком-то знакомиться с произведением. Вот. И когда просто нужно больше общения с детьми, быть в курсе их дел. Пусть они смотрят телефон, но когда родители вообще этот телефон отдают детям, и вот на, только смотри в телефон, не будет общения. А дети чувствуют, что они родителям не нужны, что родители заняты своими делами, и они сами себе предоставлены, ищут себе таких же. И потом, конечно, они начинают уже портиться. Вот где-то замешаны в каких-то не очень хороших делах. Да, да. Поэтому просто родителям надо быть всегда с детьми. Очень много уделять им внимания. Любое дело, которое они делают, начинают, надо родителям в этом помогать. Как ваши родители, да, адаптировались к жизни в другой культурной среде? И как вы сами адаптировались, когда, например, жили в Казахстане, да, из Алтын-Топкана в Душанбе приезжали? Знаете, что дало вам проживание в разных регионах? Ну, я, наверное, все-таки родилась в счастливое время в том плане, что и мои ровесники, у нас не было такого понятия, как национальность. В том плане, что ты такой нации, ты такой нации. Мы вообще этого не знали. Мы все были одноклассниками, одногруппниками. И поэтому, когда переезжаешь или переезжаешь из одной страны в другую, или общаешься с другими людьми, вопрос не стоит о нации. Вопрос стоит, какой человек. Да. Вот. И поэтому я, например, спокойно могу в любую ситуацию войти, потому что, прежде всего, передо мной человек. Вот. И в каждом человеке нужно видеть хорошее. Как говорится, плохой он покажет сам, да? Вот. И здесь, вот в эту среду, как вот вы говорите, что, ну, не чувствую. Я, например, везде хорошо вживаюсь. Я прекрасно себя чувствую. И с таджиками, и с казахами. Вот. Нормально. Не могу ничего сказать, что в чем-то какие-то у меня проблемы. Я уважаю традиции, обычаи, мои традиции, обычаи. Тут, знаете, мы когда жили в Каратаге, было очень прекрасно, когда вот праздники мы справляли всем двором. Мы справляли таджикские праздники, мы вот там дастарханы стелили, мы угощали. Были наши праздники православные, я пекла, я готовила, угощала всех. И, в общем-то, это было очень хорошее время. Сейчас, вот на данный момент, я не могу сказать вообще ничего плохого о Таджикистане и о таджиках. Я здесь, у себя дома. Вот я реально дома, потому что куда бы ни пойдешь, с кем бы ты ни стал разговаривать, везде тебя уважают, везде относятся уважительно. Это прекрасно. Цель нашей программы тоже показать людям, что люди могут мирно сосуществовать друг друга, да. очень хорошо жить вместе и создать хорошее, процветающее общество.
Да. Именно в этом мы должны показать этого. Да. Ну вот еще даже пару слов скажу по этому поводу. Вот у нас в школе, у нас учатся и узбеки, и таджики, и русские, и татары дети, понимаете? Мы просто с 1 класса воспитываем, что все национальности должны жить в дружбе. Мы проводим мероприятия, которые позволяют вот это понять, что главное человек, не его национальность, главное его человек. Ну, в общем, нам это пока удается. Спасибо вам. Что стало для вас главным мотивом для выбора профессии учителя? Здесь вообще сложно. Я даже не знаю, вот, ну, как всегда в детстве играли тоже в учителей, вот. И всегда знала, что буду преподавать ботанику. Вот. Почему-то мне так понравилась ботаника с 5 класса. И вот я хотела то, что знаю сама, рассказать другим. Ну, так вот у меня и пошло. Так, ну вот 2 слова скажу о своем классе. Я их с 5 класса веду. Выросли на моих глазах. Красивыми стали, умными. Такие прям родные. И, в общем-то, каждый раз я вам всегда говорю, будьте людьми, да? Будьте добрыми по отношению друг к другу. Не делайте плохого, потому что все это вернется. И всегда говорю, учитесь. Только учитесь, у вас столько дорог перед вами открыто. Используйте каждую возможность, чтобы устроить свою жизнь, чтобы стать хорошим человеком, чтобы вот именно то, что вы желаете, оно само не придет. Любая мечта к вам не придет сама. Вот вы будете сидеть и ее ждать. Вы должны заработать эту мечту. Так что работайте, учитесь и каждый день не теряйте. Время очень быстро идет. В конечном итоге потом очень пожалеете. Скажете, эх, жаль, потерял столько времени, а его уже не вернуть. Так что все-таки слушайте, что я вам говорю. Плохого никогда не желаю, правда? Вы это знаете. Что дает ботаника людям? Ботаника? Да, и биология в целом. Биология в целом – это биожизнь. Поэтому все, что связано у нас с жизнью, это все биология. Поэтому тут говорить, что нам дают, очень много дают. Вот. Чем отличаются школы, в которых вы работали в разные времена и в разных местах? А школы ничем не отличаются. Школа, потому что одна задача – учить детей. Вот. Чтобы все учителя были едины. Вот. Когда объединяет одна цель, тогда и, конечно, и работа ладится, и хорошо в школе работается. И поэтому сказать, что какая-то школа лучше, какая-то школа хуже, нет. Все школы, где я работала, меня оставили только хорошее впечатление, память об этих школах. Я вот с теплотой вспоминаю. Вспоминаю учителей, с которыми работала. Вот. Первые шаги, в которые в школе делала. Помню своего наставника. Вот. И нужно сказать, что первый год, конечно, мне дался очень трудно работать. Ну, это проходят все молодые учителя, когда приходят в класс, и молодой, и там сидят 9-10 класс, которые думают, ну, давай, покажи нам, на что ты способна. А ты не знаешь, как, да, вот преподать все, что ты знаешь, хочется, чтобы тебя слушали. Но это не всегда получается, и поэтому, конечно, вот первое время мне было трудно. У меня был очень хороший наставник, очень хороший. Она мне очень хорошо помогала. Поэтому я, сказать, вот свой путь начала, в общем-то, с ее подачи, с ее вот благословения. Вот, и поэтому у меня педагогическая деятельность, ну, хорошо идет. Да, как вы справлялись с теми трудностями, которые были на первом этапе вашей работы? Вот вы же сказали, что были сложности с учениками, которые учились в 11-10 классах. Они требовали доказать, что вы достойны им преподавать. И плакала, конечно, вот, от обиды, что не получалось. И где-то, наверное, неправильно срывалась. Вот. Там вот могла, например, крикнуть. Вот это, конечно, было тяжело на первом этапе. Вот. А потом как-то, наверное, взяла себя в руки, что, ну уж если ты выбрала эту профессию, то надо работать. Вот. И у меня такой случай один помнится. У нас в Душанбе проходил семинар. Как раз, значит,
собирали учителей, и там вот был такой первый вопрос. Сколько минут вы тратите на то, чтобы успокоить своих учеников? Ну, все говорили там 2-3 минуты. Когда до меня очень дошла, я сказала, ну, нисколько. Я вот захожу в класс, и ученики сразу как-то вот становятся тихо, они уже настроены на меня, на урок. Вот. Ну, конечно, это было удивление для многих, но это так. Потому что, видимо, я уже достигла того момента, когда вот пережила все трудности этой профессии, когда нужно завоевать авторитет, доверие учеников своими знаниями, своим поведением. Вот это я и прошла, конечно, трудности. Было тяжеловато. Изменились ли ученики, в отличие от тех учеников, которые были 30 лет тому назад? Ну, трудно сказать. Дети есть дети. Все, что было и 30 лет, как они, например, могли где-то побаловаться, так и есть и сейчас. Это дети. Вот. Немножко, конечно, стали более современные в том плане, что они все-таки, у них интернет, телефоны, да, здесь они намного умнее детей того поколения. Но те дети много читали, те дети много учили, читали. А нынешнее поколение все-таки с этим очень тяжеловато. Читают меньше, больше в телефоне. Вот. И когда у нас кто-то начинает, вот дети есть, которые читают, просто вот действительно они выделяются на этом фоне, но вызывают просто удивление. А в целом, конечно, я бы не сказала, что дети сильно поменялись. Дети есть дети. И они послушные, и непослушные, и они выполняют то, что их просишь. Вот. И то, что вот мы, например, проводили мероприятия несколько лет назад, дети тогда очень с таким, знаете, рвением, вот все. И сейчас точно так же. Дети и танцуют, и принимают участие в мероприятиях, в выставках. Я считаю, что не очень поменялись. Дети есть дети. Всегда, во все времена. Понятно. Теперь расскажите о своем опыте работы в школе для детей военнослужащих. Это у нас было во время гражданской войны, когда мы возили детей в Шахринау, я тоже там работала. Вот. Ну и потом, в общем-то, были определенные сложности. И наше командование предложило открыть начальную школу вот именно в части. Вот. Я работала в Шахринау в школе, и, в общем-то, мне предложили там вести уроки. Я согласилась, конечно, потому что 2 моих мальчика тоже были как раз-таки маленькие. Вот. И у нас набралось несколько человек, 8 человек, детей, которые вот именно подходили под возраст начальной школы, 1 и 4 класс. Нам выделили однокомнатную квартиру, где мы оборудовали класс. Вот. Уроки велись. Все как положено. Но вот даже детки, знаете, у меня одна девочка, Наргиз, так это в память вошло. Она всегда меня звала там тетя Марина, а тут же школа, здесь надо уже говорить Марина Александровна, и она мне говорит, тетя Марина Александровна. Вот, насколько дети были, даже не знаю, как сказать. В общем, вот тетя Марина Александровна, что по-свойски, да, вроде как и учительница, и в то же время, тетя своя, потому что здесь же мы все вместе жили. Вот. Изучали все, что положено, учились, вот, топили печку, рубили дрова, конечно. Вот. Трудностей таких сказать не могу, потому что у нас был хороший командир части, Бахтиер, вот, он помогал нам, чтобы школа наша существовала, чтобы дети учились, чтобы они не были, вот именно в этот сложный момент, чтобы они были оторваны от образования. И детки, в общем-то, получили нормальное, хорошее начальное образование, а потом уже стали, когда все закончилось, стали учиться в других школах. Прежде всего о том, что я уже сколько лет вам говорю о том, что читать это просто необходимо. Да? Раз вы много читаете, вы много будете знать, вы будете интересным человеком, к вам потянутся, понимаете, человек, с которым можно о чем-то поговорить, не просто вот о погоде, какая сегодня погода, а о книгах, о произведениях, о новинках, которые появляются.
то этот человек просто будет не всегда востребованным. С такими людьми очень приятно общаться. Вот. И, в общем-то, я вам про это всегда говорю, но всегда ли вы меня слушаете, вот это другой вопрос. Время проходит очень быстро. И вот сколько раз мы с вами говорили о том, что все, что вы задумали, надо сейчас уже начинать делать. Не надо откладывать на потом, потому что потом может и не быть, понимаете? Вот вы сейчас все хотите учиться, вы все хотите иметь хорошую профессию, вы хотите быть уважаемыми людьми. Хотите же, правда? Вот. А раз уважаемый, значит, за что-то надо его уважать, не просто так, вот уважайте его. Нет. Уважаемыми людьми вы должны много знать, быть интересным человеком. Поэтому, а потом не будет времени читать, не будет время узнавать, не будет время путешествовать, не будет времени вообще исполнить свою мечту. Сделайте первый шаг уже, вы уже должны сделать этот первый шаг. Мы с вами говорили, да? Какие у вас приоритетные предметы? Значит, на эти предметы вам надо как можно больше налегать, как можно больше их изучать, потому что они приоритетные в вашей будущей жизни. И время, ну, поверьте моему слову, да, вчера я тоже была ученицей, студенткой была, закончила только институт, пришла первый раз в класс, и уже прошло много лет. Много лет прошло, и, в общем-то, да, есть несбывшиеся мечты, несбывшиеся желания, где-то лень моя, где-то другие были обстоятельства. Но чаще всего мы сами являемся с вами строителем своей судьбы. Вот, ну это, и вот я вам по жизни это говорю, действительно, что вы хотите, вы должны этого добиваться. Если вы будете добиваться целенаправленно, потихоньку, вы этого добьетесь. Вот, и у вас это все получится. Только не надо сидеть и ждать, когда вам что-то дадут, что-то принесут, и кто-то за вас что-то сделает. И потом, не теряйте друг друга. Школьные годы, они реально, знаете, сплачивают на всю жизнь. Не надо каждый день созваниваться, не надо каждый день писать, что у вас там произошло. Но вы должны знать, что вы поможете друг другу, что вы всегда на связи, и есть кому обратиться, кому есть вот именно за советом, за поддержкой материальной, просто моральной, правда? Это же очень хорошо, когда есть кому обратиться, кто тебе поможет. Так что дерзайте, не теряйте время, оно очень ценное. Вот это я вам всегда говорю и еще хочу сказать. Вот я так думаю, что Джамшед сегодня меня Джавахир более-менее серьезно так послушал, да? Проникновенно, всегда сидит, улыбается. Вот. Да. Вот. Ну, мы рассказали о годы гражданской войны. Какие трудности вы преодолевали в это время и что помогало вам справляться с этими трудностями? Трудности? Ну, трудности, как и вся страна испытывала. Вот. Это, конечно, были и проблемы со светом, и проблемы с питанием, вот. Но вера, наверное, в то, что все-таки это нормализуется, что все успокоится, что не может быть вечно продолжаться война в стране. Вот. И когда были вот мирные инициативы, конечно, мы все поддерживали это. Вот, знаете, просто ждали, вот ждали, когда все это закончится. Ну, а помогало то, конечно, что муж рядом, дети рядом. Мы не уезжали никуда. Мы были с мужем вот в части. Детки там были. Поэтому, ну, вера. Вот помогала вера. Понимаете? То, что все будет хорошо, что это закончится, что, ну, не может продолжаться вечно. Вот. И опять-таки, конечно, слова благодарности и мужу, который заботился о нас очень хорошо. Мы вообще никаких, так скажем, вот, прям, чтобы трудностей не было. Командованию части, конечно, тоже большое спасибо. Так что, ну, было тяжеловато, но чтобы вот прям вот так вот, знаете, как, что очень, я бы не сказала. Вот. Но вот эта вера, вот только вера помогала. Вот. Вы прошли вот такой сложный путь. Что вы можете посоветовать молодым людям, которые сталкиваются с жизненными проблемами? Жизненными проблемами? В любом случае не терять себя. И все проанализировать и понять, что из любой ситуации можно найти выход.
Вот у меня бывает очень так тяжело, вот так трудно, что ну вот кажется все. Даже вот, поплачешь, хотя я крайне редко это плачу, я всегда беру себя в руки, что все будет хорошо. Вот. И поэтому людям, которые попали в трудные ситуации, если есть возможность кому-то обратиться за помощью, это надо сделать. Ну а если нет, тогда просто нужно взять себя в руки и вот проанализировать весь свой вот этот, что ты вот, как ты попал в эту трудную ситуацию. Из любой ситуации есть выход. Из любой. Всегда можно найти. Главное не потерять себя. А уж если потерял, то уже очень трудно будет. Вот. Спасибо. Что, по вашему мнению, является основными качествами хорошего учителя? Хорошего учителя. Хорошего учителя – это честность, порядочность самого человека, самого учителя. Вот. Ни в коем случае не отрываться на учениках. Все свои семейные проблемы оставлять дома. Вот. И поэтому, когда приходишь в школу, вот он стоит перед тобой, и он от тебя ждет добра. Вот. Ну и надо это добро давать. А знания? Знания, само собой. Но когда, понимаете, нет отношений между учеником, знания он получит минимум, потому что он ассоциирует учителя со знаниями, с предметом. И раз учитель плохой, у меня к нему плохие отношения, и предмет плохой, и я его не буду учить. А когда с учителем хорошие, нормальные отношения, вот, и он понимает, что учитель всегда ему поможет, он и предмет будет знать. И пусть не на 5, но во всяком случае он будет его понимать, и вот основы будет знать. Я вот так считаю. Я тоже считаю, что это верно, потому что многие люди, ученики любят предмет только из-за того, что учитель этого предмета хороший, хороший учитель. Да, в принципе, так и есть. Вот. Да. Какие ценности вы старались и сейчас стараетесь передать своим ученикам? Ну, стараюсь передать, в общем-то, своим примером тем, что надо быть всегда порядочными, не надо врать, нужно быть честными. Вот всегда, в любой ситуации. Вот порядочность человека, она, в общем-то, вот, ну, должна присутствовать в каждом человеке. Вот. И, конечно, прийти на помощь, помочь другому человеку. Вот это я стараюсь. Мы с учениками очень много говорим на эти темы. И очень приятно, когда... Многие, кстати, сейчас этого не понимают. Они всегда думают, что как опять нотация, опять говорят, опять вот этому учат. А вот когда они возрастают, и мы с ними встречаемся, они всегда говорят, как вы были правы, как хорошо, что вы нам это дали, что вы нас этому научили. Ну, вот поэтому я так считаю, что правильно делаю, что вот порядочность, честность, добро. Вот. Это является плоды вашей деятельности, когда ученики приходят, благодарят вас? Ну да, ну в общем-то приятно, знаете, как скажем, многие ученики, конечно, не то что забывают нас, нет, они нас не забывают, и это понятно, просто круговорот жизни, вот, ну, наверное, мешает им все-таки нам там часто писать, звонить, ну это, в общем-то, понятно, да, мы в свою очередь тоже это не всегда делали. А вот когда встречаешь их внезапно, вот пошел в больницу, раз там ученик твой врач, и знаете, он таким тебя вниманием окружает, ну просто действительно думаешь, боже мой, какое это счастье, да, что и вот с такой гордостью это мой ученик, а он в свою очередь говорит, вот это моя учительница, это так приятно, это вот действительно очень-очень приятно. Вот у нас даже был недавно случай. Мы вызвали такси, девочек надо было отвезти, знаете, и вышел водитель, и он сразу говорит, Марина Александровна, здравствуйте, мой ученик, да. И вот пока девочек он вез, он им очень много говорит, ой, Марина Александровна мне там помогла, она мне так помогла. И они приходят и говорят, Марина Александровна, а что вы помогли, что вы сделали? Ну, к моему стыду, я, честно говоря, вот прям конкретно, что вот я такое сделала, я не помню, но
значит, в его памяти осталось то, что я сделала ему хорошо, то, что я сделала ему доброе дело, помогла. Вот, и он это помнит, понимаете? И вот он сказал это моим нынешним ученикам, конечно, мне это было очень приятно. Вот, поэтому я считаю, что, ну, не зря, наверное, работаю в школе, потому что много учеников, которые действительно, вот я смотрю, они от чистого сердца вот встречаются, говорят, спрашивают, интересуются школой, моей жизнью. И желают, всегда говорят, долгих вам лет жизни. Это, ну, приятно, конечно. Какие советы вы могли бы дать молодым учителям, которые только начинают свою карьеру? Любить свою профессию. Вот. Потому что когда любишь свою профессию и хочется, ведь когда же люди поступают в пединститут, они конкретно знают, что будут работать с детьми. Значит, нужно любить детей, нужно помогать детям, нужно их учить. А для этого нужно обладать самим полным набором хороших качеств. Поэтому, когда они приходят, и вот нужно не ставить себя, вот я пришла, я вас тут буду учить. Нет, нужно быть другом. Другом любому, каждому ребенку. Вот. И любить, ну, будешь любить свою профессию. Вот, понимаете, я просто живу школой. Я вот, я только на ночь ухожу домой для того, чтобы, наверное... Вот. И вот утром иду с радостью на работу. Вот говорят же, да, счастливый человек. Вечером идешь счастливым домой, а утром идешь на работу с радостью. Вот так у меня и получается. Поэтому я хочу, чтобы все молодые учителя вот именно так же, и полюбив свою профессию, шли домой вечером с радостью, а утром шли на работу. Вот. Так что для себя я поняла, да, я счастливый человек. Понятно. Спасибо вам. Что еще вы хотите сказать, которую мы не спросили? Ну, мне кажется, меня обо всем спросили. Вот. Ну, мне кажется, все спросили. Я вот единственное, наверное, все-таки хочу сказать, что, ну, не знаю, только вот все ли это будет. Вот просто хочу сказать, чтобы, ну, вот люди, да, любой национальности, вот, ну, понимали друг друга, дружили, чтобы, ну, в конце-то концов, вот эти все распри, которые существуют, они вот, ну, просто... Ну, исчезли. Вот. А так вы, по-моему, обо всем меня спросили. Да. Ну, еще есть дополнительные вопросы. В чем вы видите смысл жизни? Смысл жизни? Что такое, ну, сначала давайте, что такое жизнь, и потом, в чем вы видите смысл жизни? Смысл жизни, вообще жизнь, ой, ну вот, это, вот, знаете, набор всех понятий, которые входят вообще в жизнь человека. Это и сама жизнь, и здоровье, близкие люди, дети, родители. Вот это жизнь, чтобы все было спокойно. Человек, который пережил войну, он действительно хочет мира. Вот, мы пережили войну, Вот, поэтому мира хочется, добра, и это всем и желаешь. Ну и смысл, понимаете, хочется, чтобы у детей все было хорошо, чтобы у них сложилась жизнь. Вы знаете, в этом году моей маме 90 лет мы отмечали. У меня мама живая. Это такое счастье, что вот, ну, действительно, говорят же, когда родители умирают, ты сирота, в каком бы ты возрасте ни был. Вот, поэтому то, что моей маме вот 90 лет, и она живет, это вот такое счастье. Вот. В семье хорошо, когда... Это тоже смысл жизни. На работе. То есть, вот понимаете, вот совокупность всех понятий, оно и дает понятие смысла жизни и сама жизнь. Когда не то, что все хорошо должно быть, нет. Без плохого мы не поймем, что очень хорошо. Бывают трудности, но их надо преодолевать. Вот поэтому вот это и есть, наверное, смысл. Друзья, Спасибо. Семья. Мы желаем вашей маме еще долгих лет, Спасибо. Здоровья. Спасибо вам, Муалима, за такую интересную, прекрасную беседу. Мы желаем вам всего доброго и успехов. Спасибо. Большое спасибо. Взаимно. А вам побольше интересных встреч. И
наша страна богата людьми, которые действительно заслуживают вот такого внимания с вашей стороны. Вот побеседуйте с ними, покажите их работу. Обязательно. Вот. Спасибо вам.